Вітаємо вас на білоруській землі. Это не скажешь, так и будет. Страны, которые принимают участие, это Казахстан, широкой высокой позиции, Кыргызстан и Монголия. На данном стенде выставлена продукция, которая обеспечивает продовольственную безопасность Республики Беларусь. Но она у нас всегда начинается из семян. То есть семена, мы получаем продукцию растениеводства, которая обеспечивает. Это сыры полутвердые, это сыры твердые. И совсем недавно мы вывели линейку свежих сыров под брендом «Свежая». Это... Здравствуйте. Добро пожаловать на национальный стенд Кыргызской Республики. Здесь представлена у нас колбасная продукция. Ежегодный объем производства составляет 17 тысяч тонн. Далее представлена у нас продукция рыболовеческая. Акылбек, вы говорили в презентации, что рыбу в Уссурии, да, выращивают? Нет, других пресных водах. Водохранилища. Я думаю, есть. На Иссыкуле мы запретили. Запретили. Представлена даже свежая черешня. Идите сразу на интернет. Да, у нас есть спортивные тоже, да. Далее мы проводим экспозиции Министерства промышленности. И с правой стороны хочу обратить внимание, вот эта вот машина ТРЛ-100, обратить внимание на вот этот двигатель. Это газовый двигатель, который создан совместно с компанией Raritek. Этот двигатель, два трактора, стоящие от меня по левую руку, 1220 и 1221, на них установлены... В Татарстане. Самый большой серийно выпускаемый трактор 350 лошадиных сил. Заканчиваю подготовку к выпуску опытного трактора в этом году до конца года 500 лошадиных сил. Ну и вот гусеничная, это самая такая, непростая была разработка. Подготовки семян и посевом семян. Вот по всей разработке, вот вы видите, это КШП, то есть подготовка почвы под посев. До 20 планов в час можно получать семена для посева. Сеялка, ну это сам... Уважаемые участники, освещения продовольствия, проверка всей системы на прочность. А если серьезно, то тема, которую мы будем обсуждать сегодня, мало термина продовольственной безопасности. Ведь это не только Специализированной выставки «Беларусь». Тема сети и государства. Его серьезность мы поняли достаточно давно. А введенные в конъюнктуре ломают привычные торговые отношения, уделяется большое внимание. Отрасль формирует порядка 7%. логистика, активное использование такого опасного. Которую мы экспортируем в страны ЕАЭС. Приехали заводы, мы готовы для этого создать логистические центры, центры хранения, переработки и доставки продукции сельскохозяйственного оборота для того, чтобы те излишки продукции, которые есть в рамках ЕАЭС, убежден, что проведение выставки будет способствовать Базы сельского хозяйства. Проведение совместных исследований. Внутренней стабильности для любой страны, я думаю, так. Всего покрываем внутреннюю потребность и продолжаем наращивать объем. Уважаемый Роман Александрович, уважаемые участники пленарной сессии,
Прежде всего хотел бы выразить сердечную признательность белорусской стороне и лично премьер-министру Республики Беларусь, уважаемому Роману Александровичу Головченко, за приглашение принять участие в международной специализированной выставке «Белагро-2024», проводимой в рамках заседания Евразийского межправительственного совета. Выставка имеет устоявшуюся высокую репутацию и традиционно собирает на своей площадке не только ведущих аграриев и агропромышленный сектор, но и международных партнеров. Отрадно отметить, что данная выставка, 34-я по счету, проходит период празднования десятилетия подписания договора о Евразийском экономическом союзе. Убежден, что проведение выставки будет способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества наших стран в сельскохозяйственной отрасли. Уважаемые участники, по оценкам международных экспертных организаций, в 2022 году по меньшей мере более 258 миллионов человек в 58 странах и территориях столкнулись с проблемой обеспечения продовольственной безопасности. А по прогнозам, к 2028 году почти 1 миллиард населения Земли столкнется с острой нехваткой продовольствия. Основными факторами таких рисков в первую очередь являются экстремальные погодные условия и рост геополитической напряженности. При этом резкие изменения в политике создают риски для глобальных систем производства продовольствия и могут нарушить хрупкий баланс между спросом и предложением, ухудшить перспективы торговли и глобальной продовольственной безопасности. Несмотря на то, что Римская декларация о всемирной продовольственной безопасности обязывает государство обеспечивать право каждого человека на доступ к безопасным для здоровья полноценным продуктам питания, продовольственная безопасность на сегодня остается приоритетной проблемой в мире. Уважаемые коллеги, сельское хозяйство в Кыргызстане является одной из приоритетных отраслей экономики страны. В общем объеме внутреннего валового продукта страны доля сельского хозяйства в 2023 году составила 9,7%. Около 50% населения проживает в сельской местности. Из общего числа всех работающих более 34% или 11% общего населения занято в сельском хозяйстве. Политика развития агропромышленного сектора нацелена на принятие согласованных действий для сохранения стабильного и бесперебойного функционирования внутреннего агропродовольственного рынка, а также поиска новых экспортных ниш. Кыргызской Республикой ратифицировано международное соглашение в области питания, продовольственной безопасности, прав человека, а также приняты адаптированные индикаторы достижения целей устойчивого развития до 2030 года и стратегические программы, в которых признается высокая приоритетность проблем в области питания и продовольственной безопасности. В рамках реализации стратегических документов планируется в ближайшие годы реализовывать 100 крупных проектов в 11 отраслях агропромышленного комплекса, направленные на обеспечение продовольственной безопасности и повышение конкурентоспособности отечественной продукции. В числе приоритетных направлений определены внедрение кластерных методов ведения хозяйства в агропромышленном комплексе, внедрение цифровых технологий для обеспечения прослеживаемости и безопасности сельскохозяйственной продукции, развитие кооперации, улучшение доступа фермеров к инновациям и обеспечение внедрения современных технологий. Кабинетом министров Кыргызской Республики принимаются меры по недопущению критического недостатка сельскохозяйственных товаров и оперативному реагированию на внутренние и внешние угрозы стабильности продовольственного рынка. В Кыргызстане достигнут высокий уровень самообеспеченности молочной продукции более 112,7%, сахаром около 86%, говядиной 85%, а также картофелем 186%, овощами и бахчевыми 167%. Вместе с тем сохраняются низкие показатели по растительному маслу, мясу птицы и пшеницы. Уважаемые участники, в Евразийском экономическом союзе складывается положительная динамика производства продукции сельского хозяйства. Производство сельскохозяйственной продукции государств-членов Союза к 2023 году по сравнению с 2015 годом увеличилось на 22,7%. В
Вопрос обеспечения продовольствием стал особенно чувствительным с учетом функционирования нашего Союза в условиях беспрецедентных экономических вызовов, а также в результате пандемии COVID-19, которая отчетливо показала, что бесперебойное снабжение населения продуктами питания является одной из первостепенных задач и инструментом поддержания стабильности в условиях чрезвычайных ситуаций. В этой связи в целях насыщения внутреннего рынка и стабильного функционирования аграрного сектора государствами, членами Союза предпринимаются совместные шаги по укреплению продовольственной обеспеченности, включая нормативно-правовые акты и ее регулирование. Для обеспечения продовольственной безопасности внутри Союза предусмотрены совместные мероприятия, которые показали свою действенность и интеграционный эффект. Для реализации согласованной агропромышленной политики ежегодно государственными членами при координации Евразийской экономической комиссии формируются прогнозы развития агропромышленного комплекса ЕАЭС, а также прогнозные балансы спроса и предложения по 18 основным сельскохозяйственным товарам. Кроме того, в 2022 году в целях усиления мер по обеспечению продовольственной безопасности Евразийским межправительственным советом принято распоряжение, согласно которому формируются индикативные балансы по ряду социально значимых сельскохозяйственных товаров в целях взаимного обеспечения потребностей государств-членов и беспрепятственной взаимной торговли такими товарами. В целях создания условий для развития электронной торговли сельскохозяйственными товарами подписано соглашение о правилах выпуска, обращения и погашения в рамках ЕАЭС складских свидетельств на сельскохозяйственную продукцию. В рамках создания единого рынка органической сельскохозяйственной продукции определена дорожная карта и разработан проект соглашения о порядке признания в рамках Евразийского экономического союза органической продукции. Агропромышленный комплекс является одним из основных отраслей экономики, поддерживающей продовольственную безопасность. В этой связи считаю целесообразным начать проработку вопроса финансирования из средств бюджета Союза совместных кооперационных проектов в данном секторе. Одним из основных задач, предусмотренных в декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках ЕАЭС до 2030 года и на период до 2045 года Евразийский экономический путь является обеспечение доступности продовольствия для населения государств-членов, в связи с чем необходимо разработать и принять соответствующие документы Союза. Спасибо большое за внимание. Спасибо. Спасибо, уважаемый Акылбек Усенбекович. В своем выступлении вы рассказали о том большом значении, которое имеет агропром в структуре экономики Кыргызстана. И мой вопрос вам, какие новые технологии и направления в агропроме вы считаете наиболее приоритетными для ваших аграриев? Не только новые, но и то, что было старым и хорошим, нам приходится возобновлять. Роман Александрович сейчас говорил о планировании, о возможности крупных сельскохозяйственных хозяйств, конкурировании на мировом рынке. У нас провели кардинальные реформы не только в политической системе нашей страны за последние 30 лет, но и были проведены кардинальные реформы по сельскому хозяйству. На сегодня у нас вместо 480 колхозов и совхозов почти 480 тысяч фермеров. И мы сейчас последние 2-3 года стараемся, так как земля, она уже моя собственность, наших граждан, объединить их интересы и капитализировать то, что там растет на этой земле. И в этом деле мы приехали за опытом на эту выставку. Надеюсь, что наши коллеги в этом деле помогут. У нас более 94% это горы, более 50% водных ресурсов Центральной Азии формируется у нас в Кыргызстане. И нам приходится очень тяжело, так как нам необходимо обеспечить не только свою продовольственную безопасность, но и создать благоприятные условия для наших бизнеса, фермеров, для экспорта этой продукции за рубеж. Поэтому капельное орошение, новые ирригационные системы, механический полив, для того, чтобы эту воду сохранить и получить максимальный результат, вне зависимости от погодных условий, это то, что является на сегодня одной из главных задач в сельском хозяйстве. Про семена и про создание объединенного банка
банк, как говорили уже мои коллеги. Здесь нам надо усилить наши усилия, так как, поверив либеральному рынку, мы решили, что все семена хорошие, которые нам поставляются из-за рубежа. И все свои семеноводческие хозяйства, институты пришли в упадок. Приходится это все восстанавливать. Но в этом мире есть очень много хорошего. Если в советское время мы всего 1500 тонн рыбы вылавливали на озере Высокогорном Иссык-Куль, то сейчас, благодаря новым технологиям, мы в основном форелевые, лососевые хозяйства. В прошлом году вырастили 33 тысячи тонн рыбы, 5000 тонн, которую мы экспортировали в страны ЕАЭС. Приехали за опытом в Белоруссию, чтобы выращивать мидии и креветки. Надеюсь, мы этому научимся. Так что мы движемся вперед и надеюсь, что мы можем открыть в Кыргызстане ворота для того, чтобы те излишки продукции, которые есть в рамках ЕАЭС, экспортировать в Китай. Китай все больше и больше становится премиальным рынком. И мы готовы для этого создать логистические центры, центры хранения, переработки и доставки продукции, сельскохозяйственной продукции ЕАЭС в нашу соседнюю страну, Китайскую Народную Республику, ну и дальше по всему миру. Спасибо за внимание. Большое спасибо, Акылбек Усенбекович. День ЕАЭС и десятилетие со дня подписания договора о Евразийском земле в Национальном историко-культурном музее-заповеднике Несыж. В последующем в повестку большего количества сущностных вопросов, ряд из них очень важных и интересных, прозвучали сегодня в ходе пленарных чувствительных вопросов, которые необходимо обсудить в узком составе и Межправительственного совета. Рад еще раз поприветствовать. Мы не раз убеждались в его правильности, ведь сопряжение усилий в рамках